Так, ну тут сработки нету. Может и замерзла из-за этого. Вот где собака, одна, вторая и третья. Ну здесь самая глубокая яма. Так, ладно. Проверю. И еще два на другом повороте у меня. Тут тоже сработки я не увидел. Отсюда буду забирать. Здесь не ставлю. Нет. Или рыба зимой вся погибла, или не клюет, или вообще их нету. А нет, подожди. Сработка есть. Вот одна, вторая, третья. Там сработка. Посмотрим. Есть надежда, ребят. Одна сработка есть. Вон она горит. Горит костер. Да, точно. Сейчас проверим. Кто-то есть. Эй, сошла, бля. Сошла рыба. Надеюсь, видели, как меня дергал он. Но не крупный был. И ушла в последний момент. Слабинку дал так. И... Ладно, забираю, все равно оставлять не стану. Так четко получилось. Щучка, наверное, была. Не, забираю отсюда. Оставлять не стану. Осенью поймаем его. Да, Глама? Осенью поймаем. Но было интересно. Но не крупный. Вот такие рыбки. Не знаю. Может, просто он за рыбу держался. Как так получилось? Иду по навигатору. Ну и солнце сейчас пока еще видно. Где-то с километра напрямик. Вот избы таких глубоких омутов нету поблизости. Приходится впустую очень далеко ходить. Ну раз начал, все-таки думаю проверю. Поставлю. Я взял 6 жерлиц на двух таких поворотах больших омутах. Поставлю и посмотрим. Все видно будет. Насчет щуки. Здесь пока сорный лес, сосны. И сейчас в ельник зайду. Поэтому без навигатора просто очень большая путаница. Тулан спокойно доходит. Заячьих следов даже нету, блин. Следы куницы и горностая видел, пока шел. На улице каждым часом все теплее становится. Вот сейчас балдеж ходить. Блин, вообще не проваливаешься. Когда охота открыта по колено, снег не держит, блин, тяжело ходить. Поэтому вообще никакой охоты нету ходить на охоту. Сейчас бы с радостью километра 20-30 в день прошел. Легко. Следы рябчика. Обнадеживает. Вот он. След один. Ходил много. Сейчас они любят
ходить. Так, ладно, пока выключаюсь. Включусь на реке, просто я не понимаю, куда уже иду. Надо на навигатор посмотреть. Это дятлы кормились тут. Сушина такая хорошая. Елка. И вот такая шелушат они. Паразитов ищут. Наконец-то дошел, ребят. Примерно не знаю, где я нахожусь. Так. Наверное, даже чуть-чуть ниже я уже ушел, что ли. Похоже, да. Как я вышел на речку. Мне надо вон туда на поворот выше подняться. Вроде там я, но чуть ниже прошел. Похоже, да. Сейчас разберусь. Здесь опасный омут, вообще жесть. Там даже открыто на оно, как всегда. Ладно, поднимусь туда. Свежие следы выдры. Стуган лаять будет. Капец, там все открыто. Здесь лед белый. Здесь бы хариуса тоже проверить. Но и выдра там, бля, шерстит как может. Да, вон там поворот. Между прочим, я ниже не пойду. А уже оттуда, наверное, буду. Или что делать, бля? Как же быть-то? Так, ладно, сейчас сперва туда пойду. Поставлю 3 жерлицы. 3 жерлицы там поставлю. И уже оттуда буду смотреть. Ниже спускаться там, рыбачить, или же выше. Вон туда мы вышли. Видите, все открыто. Но открывалось. Сейчас-то примерзло. Сегодня минус 18 было. Но все равно. Я здесь, когда проезжаю на лодке, мурашки по коже даже идут. Вообще опасный такой водоворот. Глубина, хрен пойми, дна нету. И крутит так. Страшно. А здесь вот такой вот омут. Вот хочется мне здесь щуку посмотреть, есть она тут или нет. Там на лыжах, наверное, пройду, там вроде замерзла. Выше потом. Опа. Короче говоря, тут я большого налима ловил на сети, а щука не попадалась. Ни разу вроде. Но проверить надо. Опа. Все. Отмечу сразу на GPS. Вот тут опасная зона. Здесь такое мелкое, и такой порог. Здесь глубина потом идет. Здесь рано тоже открывается. Один раз там на повороте у меня черная собака, не помню какая по кличке, не помню, может дружок какой-то был, или чуть не утонул даже, блин. Ладно, в общем, поставлю жерлицы, подостыть надо. Капец, жарко. Главное, чтобы наледи не было. Смотрю, там очень много следов, там зайцы вроде были. Посмотрим, есть ли рыба вообще тут. Зря тащились или нет.
Поверьте, он целый день может так. Целый день он готов у реки быть. Так, поставил раз, два жерлицы. Там пробурил на третью. Третью жерлицу там буду ставить. Сейчас сперва мормышкой там попробую возле песка. Так. Третью жерлицу поставим и пойду вверх. Так буду рыбачить идти. Там еще наверху будет второй чуть меньше. Ну, примерно такой же омут. И туда еще жерлицы буду ставить. А до туда буду рыбачить. Так, ребят, поклевка. Включился, чтобы показать. Долгожданная, много сидел уже. Первый раз подходил, потом куда-то снова отошел рыба, и сейчас поклевка. Вон. Да, я думаю, включусь. Кто-то есть. Надеюсь, снимает. Очередная лунка, очередная поклевка. В общем, первая лунка рыбу так мне и не дал. Здесь тоже клюет. Кто клюет, непонятно. Потихоньку иду выше. Он там тоже уже просверлил, но пока туда не дошел. А, есть. Опа! О, наконец-то! Да тут нормальный, оказывается, он. Играет, а... Плано спать. Ну, хороший, зачетный хариус, ребят. Я не думал, что такой хариус здесь есть вообще. Хотя один и то ладно. Можно и домой уже идти. Видишь как. Поймали все-таки. А вот он. Вон. Тергон. Вон он, хариус, ребят. Мы не жадные, все не берем. Ну что, ребят, один хариус есть, зачетный такой. Вот это уже рыба. Вот. Не знаю, еще попадет или нет. Кто-то еще клевал, но так и не смог поймать. Ниже там еще поклевки были, показывал. Ну это вообще класс. Вон он, рыба. Хороший. Но елец вкуснее для меня, честно слово. Это для интереса чисто ловлю, а так, чтобы вот. Азартный рыбак на хариуса я не такой. Изредка выхожу на него. Ладно, идем дальше. Посмотрим, что там будет. На лыжах идти хорошо, но наледи уже как бы вот-вот. Завтра она уже не будет держать. Вообще тоненький лед такой. Наледи. Кругом следы выдры. Вон, смотрите, тут лежал. Не один раз выходил там. Помет у него. Вот Лёшка даже здесь. Просто он лежал здесь на снегу, на льду. Так что выдры живут тут. Не знаю, вот из 10 или больше лунок я там просверлил, одну рыбу поймал. И еще 2 поклевки было. Пока не густо. Вот тут тоже попробуем. Вроде нормальное место. Но выдра живет тут.
Он тоже гоняет, будь здоров. Вот следы. Вот он. Сегодняшние следы. О, свежие. Вон тулан там. Куда-то отходил далеко. Ребят, впустую иду. Надоело уже, блядь. Так, просверлил. Раз, два, три, четыре. 4 лунки. На 5-м у меня удочка там. Здесь лед вообще тонкий. 2 слоя. И буквально, от силы 15 сантиметров. Вот. Сейчас оттуда удочку возьму и буду проверять. Прошел. Вот хариуса одного поймал, потом туда пошел, потом вот так поворот. И вот опять сюда. Черный ворон где-то. Нас, наверное, увидел. Ряд, блин. Ну, выдры лютуют. Всю рыбу, наверное, распугали. Или же они питаются рыбой, все равно. Рыба не бесконечная, наверное. Кто здесь живет, наверное, всех уже сожрали, блин. Где этот ворон-то, блин? Он там уже улетел. Поклевок вообще нет, блин. Хоть бы пустые поклевки, что ли, были. Задолбался уже идти. Сейчас возьму отсюда. Вон там лунка, вон там. Везде проверяю, блин. Вообще лед не такой толстый, и стараюсь почаще уже. Хорошие места здесь. Один год здесь тоже хорошо ловилось. Попробуем, что-то попадет или нет. Думал, там яма зимовая. Но не каждый год одинаково клюет. Глубина, смотрите, смешная. Метр, наверное, со льдом. Поклевка, ребят. Есть. Вон он. Хариус. Хариус хороший, между прочим. Не из мелких, но и не крупный. Отпускаю его. Гуляй вообще. Вот. Так, это получается оттуда взял. Второй ничего не было поклевок. В 3-й лунке вот поклевка. Куда один? Тишина и покой. Солдаты из бата. Где же я, моя рыба? Где рыба? Опа, вроде кто-то есть. Опа. Ну-ка иди. О, вон он, ребят. Трофейный. Вон, смотрите, там мельче было. Уйди туда. Уйди. Фу. Здесь трофейный. Ну вот, наконец-то. Второй хариус за день, блин. Опа. Нежданно. Негаданно. Уйди. Не мешайся. Видишь, я рыбачу. Упадет на лунку, дай. Все, больше нет. Вот так. 20 лунок, бля, или 25, может. Один хариус. Почему так? Где рыба? Еще подход. О, есть. Угу, берем. Нормальный. Берем.
подальше кинул хлеб, чтобы он... Настя. Это постоянно задом на камеру встает. Почему у него так все у меня получается? Чай, интересно. Нож. Он проголодался, тоже есть. У меня так. Прошлых походов у меня вот эти сахар с чаем. Так. Все. Снег уже сырой. В общем, снег сейчас стал сырым, липким. Еще поворот прошел, пока тишина. Сало это я давно уже покупал. Сколько уже в холодильнике лежал и сколько в избушку я принес, там не съел. Наконец-то сегодня. Ну кому-то ты, марш! Не нагляй! Шабаш! Con me estás? Всем в меру. Понимаете? Я ему на горбу таскать лишнее не стану. Тулан, не наглей. Сало очень редко ем. Удочку поставил, там иногда смотрю так. Вкусно. Я ем, пью, а он просто лежит. А когда приучаешь его, вот так вот один, второй раз даешь, он постоянно будет там в глаза тебе смотреть жалобным мордой. Не надо жалеть собаку. В меру даете, и лелеять не стоит. Лишние граммы, килограммы для собаки в рюкзаке таскать я никогда не таскал и не буду таскать. Мне кусок хлеба, ему кусок хлеба. А это уже для него лишнее. Вон ему отходы еще останутся. Я корку постоянно оставляю и кожура вот. Она мягкая, в принципе, очень вкусно. Вот сколько мяса в нем. Вот. Все хорошо. Дальше пьем чай и отдыхаем. А удочка вон там неподвижно стоит и все. Вообще ветер усиливается. Тулан уже там лежит, пока ел. Эй, сколько еще вкусняшки ему осталось. Пусть ест. Как дед говорил мне, у собаки ноша легкая. Так и есть. Что у него на спине? Ничего нету. А что я тащу? Рюкзак, лыжи, там ледобур. Так что все в меру. Его тоже не обижаю, не волнуйтесь. Все ему в достаток. Так спокойно съел. Довольный. У меня еще пол шматка вот этого сала осталось и немножко хлеба. Хлеба
Мало взял, вот такой кусок осталось. Ну, могу сейчас это все съесть, но на потом оставлю. Вдруг еще захочется чуть позже. Да ладно. Любимчик у подписчиков ты. Косоглазый. Узкоглазый, хитроглазый. Тола. Вон, любуются. Смотрят на тебя. Ладно, отдохнули и дальше в путь. Ну вот, и облаками затянуло небо. Все. Уже вечером будет таять. А завтра уже пойдут дожди. Завтра до обеда может даже и газку надо дать. Потому что не знаешь, что может произойти с этим снегом. Топливо у меня. Топливо, вот, не знаю, хватит ли вообще доехать топлива. С топливом не рассчитал. Мало взял. Не знаю, завтра увидим. Если хватит, хватит. Если нет, так значит пешком. Пешком пойду за топливом и на Альбатросе топливо увезу. Потом этот Альбатрос можно на Волокуши, на Буран и обратно. Но если это не хватит, если не хватит топлива, вот такие вот у меня мысли. Если хватит, то уже с комфортом доедем домой на Буране. Сперва там выкопал все. Теперь здесь начал рыть. Там, видать, выдра ходит. Туннели у него. Здесь глубокая яма тоже. Не знаю, стоит ли пробовать тут. Чуть-чуть уже поднадоедает. Там целый поворот в холостую. Ни одной поклевки. Просто ни одной. Так, ну что, старые мои зрители, подписчики, ничего не напоминает эти места? Эта елка, этот берег, эти березы. А я никогда не забуду. Это то самое место, когда я убегал от медведя. Вот. Вон оттуда он прилетел на меня. Ё-моё. Сперва я с лодки его увидел, я думал, лось там, лось, а он, блядь, такой большой был. Как дурак еще остановился. А вот та самая береза, где у медведя туша оленей вот тут лежала. Я в фильме вам все показал. Вот все это здесь и было. Но она 5 или 6 лет уже прошло. Никогда не забуду я это место. Никогда. Жизнь на волоске была. Почему он, блядь, так остановился? Он остановился и начал там лапой махать. Мне бы хана вообще была. Еще пару прыжков, и он бы меня просто задрал. Оказывается, у него туша тут лежала. Ну, блядь, надо же, а. Здесь совсем мелко. Вон там тоже мелко. А на омуте 3 лунки проверил. Ничего там нету. Вот такие дела, ребят, бывают. Тайга, она есть тайга. Опасность. Везде может там. Везде опасность. Вот я иду по льду, опасность. И зайдешь в тайгу, там может дерево на голову упасть. Вот выдры, вот. Видно, что выдры тут живут не просто так. О, сколько он тут ходил, лежал. Она рыбачит там в омуте. Сюда заходит и рыбу ест потом на льду. Трещит себе под ногами. А на крючок не берет. Вот видеокамеры с собой нету. У меня в избушке. Вон там еще 2 лунки. Проверил, бесполезно.
Нету поклевок. Сейчас выше на поворот, там интересное место будет. Надежда на это место у меня есть. Если там ничего не будет, все. Тишина. Играй, не играй. Бесполезно. Когда есть рыба, она сразу берет. Даже играть не надо. Ни одного подхода. Зашуганные уже остатки рыбы, наверное, всех выдра за всю зиму там съела она отсюда. Там вот тоже лазейка. Здесь лазейка. Кругом, блин, эти лазейки. Короче, возле рюкзака поклевки не было, а вот здесь поклевка была, ребят. Посмотрим, какая рыбина тут. Сразу включаюсь. О, есть. О, хороший. Не ожидал. Но здесь всегда ловится, если есть. Ну вот. Здорово. Хоть что-то. Сколько шел, блин. О, еще поклевка. Еще кто-то есть. 4 лунки здесь просверлил я. О, есть мелкий, наверное, зацеп. И там поменьше, не крупный был. Там медная мормышка, а здесь вот такая яркая, красивая. Попробуем. Ну, опарыш ловлю. Хотел червей еще взять, а потом думаю, хватит и опарыша. О, тулан идет. Все, ждем. А, где был? Кого видел? Кого видел? Поклевок нет. Так, еще одно глубоко здесь. Здесь поклевывает, но не берет. Уже на другую мормышку пытаюсь поймать. Вторая удочка вон. Мелкий, наверное. Играет, долбит. Так и не увидел, что за рыба там. Здесь сверлил. Там, так, раз, два, три, 4, 5, 6. А это и лунка только вот одного поймал. И еще один там. Что за рыба, хрен пойми. В общем, оставляем, идем дальше, наверное. Не хочет. Беру я эту удочку. Одной удочкой как шел, так и буду идти. Так, еще у меня осталось так, поворот, потом так, и там уже омут. В общем, на этот омут
поставлю жерлицы и газку на избу. Надоело. Надоело мне это. Честно слово. Да, вон. Ага, все так и добил. Вон он, Хариус, ребят. Сколько размер? 20 сантиметров. 20 от силы. Иди гуляй вообще. Все. Иди. Иди домой. Я увидел его. Долго мучил меня. Наконец-то увидел. Самое главное, у меня планы были посмотреть на эту рыбу. Все. Обычно несколько штук тут попадает. Но не в этом году. Вот первая жерлица. Там вторая. Здесь третья. В прошлом году, в этом или позапрошлом. В прошлом году, наверное, не приезжал я сюда. Позапрошлом, помнится, я на подводную камеру здесь видел щуку. Поэтому, думаю, щука зимует тут. И, возможно, есть шанс поймать. Вот четвертая. Я думал, тут у меня в рюкзаке 3 жерлицы, оказывается 4. Вот такой ром получился. Здесь на мелководье поставил. Тут глубоко, здесь глубоко. И там на самом начале тоже мелко. А щука идет на мелководье кормиться. То любопытствует. Все. Я сейчас где смогу поднимусь. Берег вообще ужасный. Может где-то вот тут наискосок. Поднимусь и пойду по навигатору, поймаю свою лыжню утреннюю. Сейчас я время озвучу, ребят. Я думал, до 3 буду рыбачить. А время 16 часов 3 минуты. 29 марта. Уже 4 часа вечера. Так что мне еще надо топать до избы. И немножко возле избы там поработать. Сейчас я соберусь, поднимусь на горку и оттуда еще включусь для вас. Да, туда мы. Сейчас пойдем. Фу, надоело. Рыба не клюет, я больше ничего не поймал. Просто ничего не поймал. Вот этот поворот, вот поворот один. И второй поворот еще. Пустую прошел. Ни одной поклевки. Вообще ни одной. Шабаш. Пойдем. Опа. Без задника. Не очень приятно. Ладно. Вперед. Помогай. Монкай, вперед. Снег сырой липнет. На лыжи без камуса. Ну, примерно вот, если посмотреть отсюда. Вот как это выглядит. Есть тут щука или нет? Завтра видно будет. Завтра посмотрим. Это уже увидите завтра. Вот так. Красиво тут. Рыбы только вот мало. Вот так вот. Такс. Тут озеро получается. Ух, бляха-муха.
озера. Обойду справа. Вот это да, липнет, так липнет сейчас. Фу, капец, как липнет. Так. Буду срезывать. Примерно солнце там. Вот так как-то пойду. Пипец. Вот это набивает на под лыжи. Жесть. Как я завтра буду ехать, блин. Завтра без рыбалки. Быстро-быстро проверю жерлицы, возьму. И, короче, снегу уберу с крыши и газку. Иначе удачи не видать. Капец, вот это да. Липнет. Так. В общем, я пошел на избу. Встретимся там, как дойдем. Идти тяжело. Капец, прилипает.